В эфире информационный выпуск Амши-Якушара. Здравствуйте. В Министерстве обороны подвели итоги подготовки вооруженных сил Абхазии за сентябрь 2019 года. В мероприятии, проходившем под председательством министра обороны генерала армии Мираба Кишмария, приняли участие его заместители, начальники управлений, отделов и служб оборонного ведомства, командиры воинских частей и отдельных подразделений. Репортаж на Алыкове. В своем докладе военный комендант Министерства обороны Республики Нугзар Заранди отметил, что управление в полной мере выполняет свои функциональные обязанности. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на поддержание правопорядка и воинских дисциплин. О состоянии боевой подготовки в воинских частях и подразделениях, об организации воспитательной и культурно-досуговой работы доложил исполняющий обязанности начальника управления боевой и морально-психологической подготовки Томас Чолария. По вопросам боевой подготовки были проведены следующие мероприятия. Были проведены командирские занятия с командирами рот, их заместителями и командирами взводов, а также с сержантским составом воинских частей. Под руководством начальника артиллерии были проведены сборы с личным составом минометных подразделений. Также были проведены тренировки по работе на боевой технике в составе офицерских артиллерийских расчетов под руководством начальника артиллерии. А под руководством командира артиллерийской группы были проведены тренировки по стрельбе и управлению огнем артиллерии с личным составом артиллерийских подразделений. Командир первого отдельного мотострелкового батальона Министерства обороны Умар Парцхалия доложил, что все запланированные мероприятия согласно плану боевой подготовки выполнены. Занятия проводились без срыва согласно расписаниям занятий. 2 по 6 была проведена мобилизационная неделя, с 17 по 19 в пункт постоянной дислокации проводились командно-штабные тренировки по теме «Первый батальон на марше». 27-го были выполнены упражнения контрольных стрельб из штатного оружия на полигоне 7-й военной базы. 30 сентября участвовали на параде, посвященном 26-й годовщине победы народа Абхазии в Отечественной войне. На совещании почтили память начальника оперативного штаба Министерства обороны Денуара Асландзе, начальника разведки горно-стрелковой группы Гиви Шинкба и офицера Минобороны Республики Виктора Андрияхина, погибших в этот день 18 лет назад в ходе операции по ликвидации банды террориста Гилаева в Кадорском ущелье Абхазии. На Алыкове и на Алагухава, Абхазское телевидение. В 2001 году отряд грузинских боевиков под руководством тогдашнего представителя президента Грузии Эмзара Квицияни и при поддержке чеченских боевиков под командованием Руслана Гилаева попытался захватить стратегически важное для Абхазии Кадорское ущелье. Первые столкновения произошли летом, когда боевики решили провести разведку боя. Но абхазская армия дала отпор, и боевиками пришлось отступить. Однако осенью грузино-чеченские подразделения вновь пошли в наступление. Именно в этой операции по освобождению Кадорского ущелья погибли начальник оперативного штаба Министерства обороны Абхазии Денуар Асландзе и начальник разведки горно-стрелковой группы Гиви Шинкба. Репортаж Али Китрапш. Осенью 2001 года чеченские боевики и грузинские формирования общей численностью 450-500 человек вновь пошли в наступление. В планах у террористов был захват Гулрыбского района и аэропорта Бабышара. После этого замышлялось участие в операции непосредственно вооруженных сил Грузии, которые должны были быть переброшены по воздуху в Абхазию. Среди населения Абхазии была объявлена общая мобилизация. Независимость нашей страны вновь была под угрозой. Среди тех, чьи имена навсегда останутся в списке погибших ради свободы и независимости Абхазии, начальник оперативного штаба Министерства обороны Денуар Асландзе и начальник разведки горно-стрелковой группы Гиви Шинкба. 4 октября 2001 года Денуар Асландзе и Гиви Шинкба отправляются на поиски следов террористов, которые скрывались в горах Кадорского ущелья. В районе слияния озера Амткял и реки Кодор абхазским бойцам удалось выйти на след врага и сообщить информацию в штаб. Но там же они попадают под шквальный обстрел. По рацию вышел Асландзе. Доложил командующим о том, что я по горло в воде стою, мы ранены, погибаем. Он не успел до конца координаты доложить, так как он был погружен в воду. У него 13 пехотных гранатов было, F1, и боеприпасы, и автомат. Он погрузился сразу ко дну, оказывается, ушел. А Шинкба, Гиви, от тропы недалеко лежал.
Тело погибшего Гиви Шинкуба наши бойцы нашли сразу же, но забрать смогли лишь на 3-е сутки, так как подходить к этому месту было опасно. Противник вел постоянный обстрел, а тело Денвара Асландзе удалось найти только на 12-й день. Все нас спрашивали, а как там ребята, как там ребята? Мы говорили, вчера мы последнее интервью смотрели и думали, что он жив. Там, мол, все нормально. А ночью уже у нас суета, то туда бегаем к Шинкуба домой, то к нам люди бегают, туда-сюда бегаем. И вдруг мне старший сын позвал и сказал: мама, что ты делаешь? Он погиб, все видят, где он лежит, просто трудно подойти, вытащить. А где твой брат? Когда уже Гиви похоронили, поисковая бригада была, и вот они искали, прямо взяли большие палки, и вот, к счастью, дождя не было все 2 недели. Если был бы дождь, мы тело не нашли бы. Нашли, привезли его. Денвар Асландзе и Гиви Шинкуба были также участниками Отечественной войны народа Абхазии. Они оба прошли всю войну на Восточном фронте. Денвар Асландзе посмертно удостоен звания Героя Абхазии, а Гиви Шинкуба – кавалер ордена Леона. В начале войны у них не было оружия. Они с ножами добивали, они оба, вот такие чаяния были. С ножами добивали огнестрельное оружие у противника. Они не знали, что такое страх. Они были большие патриоты для своей родины. В ходе осенней операции по освобождению Кудорского ущелья в 2001 году среди абхазских военных погибли 17 человек, ранения получили 9. В 2006 году Грузия вновь ведет свои войска в верхнюю часть ущелья. И только в августе 2008 года абхазская армия полностью освободит эту часть страны. Сегодня Кудорское ущелье полностью находится под юрисдикцией абхазских властей. Алика Трапс, Руслан Орлов, Абхазское телевидение. Районные призывные комиссии будут усилены медицинскими специалистами, а медицинское освидетельствование в ходе первоначальной постановки на воинский учет призывники будут проходить на базе республиканской больницы. Такое решение было принято в ходе совещания в Минздраве под руководством министра Тамаза Цахнакия. Как отметил Тамаз Цахнакия, главная проблема в ходе первичной постановки на воинский учет нередко возникает в самом процессе прохождения медицинского освидетельствования и полного обследования призывников. Именно поэтому Министерство здравоохранения выдвинуло предложение об организации единого для всей республики центра. Проведение соответствующих освидетельствований на базе республиканской больницы, поликлинического консультативного отделения, где сконцентрированы все необходимые специалисты. Есть возможности диагностические, то есть проведение и компьютерной томографии, ультразвуковых исследований, и рентгенологических и так далее, и так далее. Также привлекать к работе и других специалистов узконаправленных, которых нет, не представлены, допустим, в республиканской больнице, но тем не менее необходимы для того, чтобы их всех осмотреть в полном объеме. Мы предлагаем составить соответствующий график этих осмотров, определить количество совместно с военкоматами призывников и график их доставки в республиканскую больницу по соответствующему расписанию. В те дни, когда нет, значит, приемов и других пациентов и граждан, чтобы не было никаких вот этих вот совпадений и столпотворений там в той же консультативной поликлинике. В Сухуми 4 октября утром на Университетской улице загорелась сосновая роща, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Площадь возгорания была не менее 2 гектаров. К тушению были привлечены 3 пожарных расчета и 20 человек личного состава. Так как проезд спецтехники к месту пожара был затруднен, огнеборцы протянули пожарные рукава на 400 метров. Уже к часу дня пожар был локализован. Причиной возгорания с наибольшей вероятностью специалисты называют человеческий фактор. Тушим основные очаги пожара.
В столице Баварии, Мюнхене, в эти дни проходит Международный инвестиционный конгресс, в котором впервые принимает участие делегация из Абхазии во главе с председателем Госкомитета по государственному имуществу и приватизации Вахтангом Пипиа. Всего в этом престижном форуме представлено более 25 стран. На площадке данного конгресса предлагаются инвестпроекты в самых разных сферах бизнеса. В презентации абхазской делегации прозвучала подробная информация о стране, об ее инвестиционном климате и потенциале. Более подробно об участии в международном форуме в Германии Вахтанг Пипиа обещал рассказать по приезду на родину. 4 октября свое 70-летие отмечает известный общественно-политический деятель Абхазии, кавалер ордена Ахзапша второй степени Валерий Шалвович Аршба. Наша съемочная группа была в числе тех, кто первым поздравил его с юбилеем. Репортаж Эсмы Гуланзе. С утра во дворе дома Валерия Аршба под яблонями, посаженными его собственными руками, собралась многочисленная родня. Поздравить юбиляра приехали и внуки-студенты, учащиеся российских вузов. Наблюдая за их теплым общением, становится понятно, почему Валерий Шалвович является настоящим примером для подражания как у старшего, так и у младшего поколения. Я приехала из Москвы вчера к дедушке на юбилей, поздравить его с днем рождения. Помимо меня еще приехали наш брат Тимир, Сабина, наша сестра. Каждый раз, когда мы приезжаем, независимо, это день рождения или просто какой-то обычный отпуск, он всегда безумно рад, и мы всегда его рады видеть. Даже сегодня Валерий Шалвович загружен работой, но ему удалось выкроить немного времени, чтобы пообщаться с семьей и гостями. Правда, телефон юбиляра не смолкает ни на минуту. Многочисленные друзья и знакомые среди бывших и нынешних коллег передают ему свои теплые поздравления. Жизненный путь Валерия Аршба – наглядное свидетельство преданного служения Родине. Политическую деятельность он начинает в 1978 году с работы в Сухумском городском комитете КПСС, а затем и в Абхазском областном комитете. После Отечественной войны народа Абхазии Валерий Аршба был полномочным представителем Республики Абхазия в Республике Адыгея. Работал в редакции газеты «Республика Абхазия», а в 1994 году был избран вице-президентом Абхазии. В марте 1993 года меня Владислав Григорьевич Ардзенба отправил в Адыгею полномочным представителем. Там он тоже максимально выполнил его поручения, отдельные поручения, другие разные. Потом он меня пригласил сюда, представил парламенту мою кандидатуру Абхазии, а абхазский парламент меня утвердил вице-президентом Абхазии. В 1999 году мы на второй срок еще пошли вместе, и снова нас избрали, и я еще второй срок был вице-президентом. Итого 10 лет от звонка до звонка поработал с Владиславом Григорьевичем. Последние годы Валерий Аршба возглавляет Национальный олимпийский комитет Абхазии, который вносит существенный вклад в развитие спорта и здорового образа жизни абхазской молодежи. Сейчас тружусь на этой ниве, работаю. Сумели за это время. Очень сложная работа. МОК нас не признает, Международный олимпийский комитет, хотя много раз обращались и письменно, и устно. Отдельными странами, с отдельными странами ведем переговоры, посылаем письма, разговариваем по телефону. Вот сейчас в марте этого года мы ездили в Сирию, в Дамаск, подписали с ними договор о дружбе и сотрудничестве между олимпийскими комитетами. Очень серьезные люди, хотя МОК немножко после этого начал возражать, но они все равно отстояли свою позицию. У нас появился первый международный договор между Олимпийским комитетом Сирии и Абхазии. Почему мне это важно было? Если мы будем иметь договоры с этими олимпийскими комитетами разных стран, то они наши интересы в Международном олимпийском комитете будут ставить вопросы, там, отстаивать наши интересы. Если бы нас приняли в Международный олимпийский комитет, то наши спортсмены, у нас, слава богу, есть и вольная борьба очень сильная, и бокс очень сильно. По 3-4 видам минимум на Олимпийских играх мы не просто выступали бы, а наши атлеты заняли бы одно из призовых мест. Валерий Шалвович ценит в людях прежде всего такие человеческие качества, как честность, открытость и доброжелательность, качества, которыми, безусловно, обладает и сам юбиляр. И именно благодаря им, а также большому опыту политической деятельности и высоким моральным устоям Валерий Аршба снискал славу настоящего патриота своей родины и профессионала своего дела. Эсма Гуланзе, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.
В редакцию абхазского телевидения с просьбой оказать содействие в решении жизненно важного вопроса обратились жители одного из многоквартирных домов в поселке Бзыбь Гагарского района. Поднявшийся в ночь на 3 октября сильный ветер разрушил часть крыши их дома, которая и так уже более 8 лет находилась в аварийном состоянии. Наша съемочная группа выехала на место. Жители дома по улице Эшба, 102 в поселке Бзыбь живут со страхом, что однажды крыша их дома обвалится вот уже более 8 лет. Это двухэтажное здание, в котором сейчас проживает 7 семей, построено в 60-х годах прошлого столетия. Дом расположен в живописном ущелье по дороге на озеро Рица, где часто случаются сильные ветры. После очередной непогоды ветер снес достаточно большую часть крыши. Алевтина Лановенко проживает на 2-м этаже, и по ее словам, это далеко не первый случай. А теперь ремонтировать за свои скромные средства совсем обветшавшую крышу нет смысла. Не можем продолжать ремонт. Со страхом живем. Ходим по лестнице, боюсь, что-то меня убьет. Сколько можем так жить, я не знаю, куда нам деваться. Как продолжать вообще жить. Со страхом живем просто. Постоянно нас за свой счет мастеров нанимают. Сколько можем нанимать? 3, 5, 25 уже нам говорят. Мы не можем платить такие деньги. Около 8 лет назад в поселке производилась замена кровли всех многоквартирных домов. Однако, по словам жителей, только их дом остался без новой крыши. И все это время люди били во все колокола, обивали пороги различных ответственных ведомств и учреждений. Однако их усилия были тщетны. Депутату писали, кому не писали, председателю. Бесполезно. Скажите, что нам делать? Я старый человек, одна, что я должна делать вот с этой крышей? Ветхость кровли усугубил и пожар, который произошел более 10 лет назад. Сказать, что дом в ужасном состоянии, ничего не сказать. Дом заметно отличается от расположенных рядом построек. Во многих квартирах выбиты стекла, полы ходят ходуном, на стенах мокрые потеки, из множества щелей задувает ветер, а кое-где торчат оголенные электрические провода. Мы обратились за комментариями в администрацию Гагарского района. Заместитель главы районной администрации Владимир Джения отметил, что руководство района постарается оказать помощь жителям этого дома. Если это в силах администрации Гагарского района, бюджет все осиливает, то будем решать вопрос. Если нет, будем просить вышестоящее руководство, и данный вопрос будем решать. Людей без крыши оставлять нельзя ни в коем случае. Люди, проживающие в этом доме, живут здесь давно. В основном это рабочие и пенсионеры, у которых каждая копейка на счету. И они не могут сделать дорогостоящий ремонт своими силами. И как пообещал Владимир Джения, возможно, теперь вопрос капитального ремонта обветшалой крыши дома в поселке Бзыбь сдвинется с мертвой точки. Вот уже несколько дней при поддержке городской администрации в районе Маяка по улице Адлиба сотрудники столичного ремонтно-строительного управления ведут работы по замене участка водопровода. Подробности в репортаже Гугуце, Вардания. Небольшой участок водопровода на улице Адлиба в Сухуме был проложен еще в 60-х годах прошлого столетия. Последний раз ремонтно-восстановительные работы здесь проводились еще до Отечественной войны народа Абхазии. За все эти долгие годы труба проржавела и пришла в негодность. Образовались утечки, из-за чего начались перебои с подачей питьевой воды. Каждый год только вот до асфальта сыпали мой сыйнуца айлейт, а рями хехицет. Уже от захама мы дат яхас. Что хочешь писать, проблема не хамуешь. Труба кахай, отземные как я отец, штиру шадзом, и аркаш не ухозер, отзанку не хама. Ай, ра. городское собрание мальчиков нтحمقوا تيراك الحج خليه كده أبريح يحي بسقط عزر حيتيحرت خوش يقول ما جنون بسقط ريحرت. Сотрудники ремонтно-строительного управления столичной администрации ведут работы с 1 октября. На улице полностью заменят 100-метровый участок водопровода диаметром 100 мм. Однако на время работ подача питьевой воды в этом районе была прекращена. Коммунальное управление города Сухум дало нам поручение заменить участок трубы на улице Адлиба, 9-й проезд, протяженностью 100 метров. Вот чем мы занимаемся, укладываем трубу старую, значит,
демонтировали частично. Сейчас укладываем трубу 110 миллиметра. По словам Даура Бачкория, при работах на данном участке не возникало никаких сложностей. Замену трубопровода по улице Адлиба планируют завершить к вечеру 4 октября. Гугут Савардания, Дэвид Ангвап, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. В Адыгее в эти дни проходит 20-й юбилейный международный фестиваль мастеров искусства «Мир Кавказу», который собрал в Майкопе представителей делегаций регионов Южного и Северного Кавказа, Федерального округов, а также Абхазии, Южной Осетии, Турции, Иордании, Сирии. Абхазию в этом году на фестивале представляет ордена Леона, государственный ансамбль танца «Шератын» имени Эдуарда Бейби. Фестиваль «Мир Кавказу» был основан в 1996 году. Его идейным вдохновителем выступил музыкант, дирижер, художественный руководитель Мариинского театра, народный артист России Валерий Гергиев. Первый фестиваль состоялся во Владикавказе и с тех пор собирает не только мастеров искусств, но и деятелей культуры, которые обсуждают перспективные вопросы развития отрасли. Целью фестиваля по задумке организаторов является развитие и углубление культурных связей между проживающими на Кавказе народами, сохранение каждой из национальных культур. Предлагаем вашему вниманию репортаж с открытия фестиваля, подготовленный нашими коллегами из адыгейского телевидения. Это, конечно, не премия «Оскар» и не Голливуд, но яркой красной ковровой дорожки достойны не только зарубежные звезды. Звезды Кавказа тоже умеют ярко блистать, и для их дефиле тоже есть свой подиум. Уже через несколько минут по этой дорожке пройдет парад участников 20-го международного фестиваля искусств «Мир Кавказу». Уступаем им место. Но они не спешат, пока готовятся и делятся первыми впечатлениями. Совсем скоро минута их славы. Красная дорожка, это вообще прекрасно с коллективом пройти в зал. Этого не было. Вот, хотя мы во многих фестивалях были именно «Мир Кавказу». Вот. Сами присутствуем на концерте, нам показывают концерт. Конечно же, это очень приятно. Это радостное событие для нас. Наш коллектив, мы впервые в Майкопе, в Адыгее, да. И для нас знакомство с этим краем, с этими людьми очень важное значение имеет для нашей жизни, вообще для нашей культуры. Мы приехали к вам с праздничным караваем Кубани, урожай 2019 года. Фестиваль замечательный. С теплом, с добротой, конечно, с радостью. Чтобы все народы соединялись, чтобы все дружили, показывали свою культуру. Культура, я считаю, это очень важно в наше время. И вот на красной ковровой дорожке главные действующие лица «Мира Кавказу». Фестиваль юбилейный, оттого и такой масштабный. «Шератын» имени Эдуарда Бейби. Сюда прибыло более 500 участников из Южного, Северокавказского, федеральных округов, а также Турции, Сирии, Абхазии и Южной Осетии. Творческие коллективы, мастера изобразительного, декоративно-прикладного искусства, народных художественных промыслов и ремесел. И только по этим определениям уже понятно, поражать, удивлять и покорять они будут именно своими талантами. А разнообразие здесь гарантировано. По случаю торжественного открытия 20-го международного фестиваля мастеров искусств «Мир Кавказу» поздравительный адрес организаторам и участникам мероприятия направила министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии. В поздравлении Эльвиры Арсали отмечается, что фестиваль имеет огромное значение не только как праздник искусства, но и как большое общественно-политическое событие, способствующее укреплению дружбы и отношений между народами Кавказа. Неудивительно, что юбилейный фестиваль проходит именно в республике Адыгея, гостеприимной стране с тысячелетней историей, богатой культурой и старыми традициями. Министр выразила уверенность, что творческая атмосфера грандиозного фестиваля, его великолепная концертная программа, высочайшее мастерство всемирно известных коллективов оставят у зрителей самые светлые и незабываемые впечатления. 5 октября отмечают Всемирный день учителей. В последний рабочий день перед праздником в школах Абхазии спешили поздравить педагогов. Цветы, сюрпризы и поздравления были адресованы самым добрым, умным, заботливым и терпеливым нашим учителям. Репортаж Амелии Бисмарк.
Школьные учителя обладают властью, о которой премьер-министры могут только мечтать, считал великий Уинстон Черчилль. Поспорить с этим изречением сложно, ведь каждый взрослый человек, анализируя собственную жизнь, обычно отмечает тот посыл, который в нем закрепили педагоги. Актуальность этой мысли не теряется и сегодня. Ученица Сухумского интерната Даниэла Думава собирается посвятить свою жизнь глубокому изучению математических наук. Подобное желание у девочки усиливалось по мере того, как она наблюдала за работой своей любимой учительницы. Она будет ему помогать до тех пор, пока ребенок сам не сможет понять этого, пока не освоит программу. Сколько бы на это времени не ушло, она будет заниматься с ребенком. Это очень большой плюс. Зита Хварцкая пришла работать в Сухумский лицей-интернат после окончания Отечественной войны народа Абхазии. Сегодня она не только преподает алгебру, но и является завучем учебного заведения. После войны, когда открыли эту школу, у нас был такой контингент, которым нужна была на самом деле помощь. Дети после войны, 2 года, которые не учились в школе. И тут была понятна, ясна картина, что если мы не поможем, то мы потеряем одно поколение. В обществе иногда отмечают, что каждое поколение школьников хуже предыдущего. Речь идет об успеваемости и дисциплине. Но самое актуальное мнение по этому поводу принадлежит опытным учителям. Я бы не сказала бы, что в худшую сторону они меняются. Нет. Просто время диктует свое. Другое поколение, конечно, другие ценности появляются, другое мировоззрение. И самое главное, мы должны стараться догонять это время. А это уже столичная школа номер 1. И здесь мы можем наблюдать, какое влияние учителя оказывают на будущую жизнь человека. Однако сейчас речь идет не о школьнице, а о педагоге с большим стажем. На вопрос, почему вы решили избрать профессию преподавателя, любимая учительница многих поколений Людмила Джинджия отвечает, что выбрала профессию еще сидя за школьной партой. У меня была учительница первая хорошая, такая внимательная, очень чуткая. Она, кстати, до сих пор работает. Моя Нина Наловна. И вообще у меня в средней школе, в деревне, где я училась, Папаш, там все учителя были чудесные. Мне нравилось. Я смотрела на них, и мне тоже хотелось быть учителем. И я стала. Какая я учительница? Это детям судить, родителям судить. День учителя можно отнести к важнейшим праздникам всех времен. Быть хорошим педагогом – это значит уметь вмешиваться в естественный процесс формирования личности ребенка, направляя его в правильное русло. Хочу поздравить весь педагогический коллектив нашей самой любимой школы. Здоровья всем, всем удачи, светлого будущего и мирного неба над головой. В преддверии профессионального праздника учителей поздравления звучат отовсюду. Коллеги лучше всего понимают друг друга и знают, чего желать в этот особенный день. Когда человек трудится, хочется увидеть плоды своих трудов. И дай Бог, чтобы все мои коллеги радовались успехами своих деток. Слова благодарности и цветы – неизменный атрибут этого осеннего праздника. Всех учителей поздравляю с Днем Учителя. Желаю им всего хорошего и больших успехов в работе. Огромное волнение сегодня испытывают новоиспеченные ученики. 1 сентябрь в их жизни миновал. Они уже доверились своим классным наставникам и теперь каждый день получают взамен любовь и новые знания. Поэтому так хотят выразить свое спасибо в той форме, которой владеют. Амилия Бисмарк, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. В канун Всемирного дня учителя с профессиональным праздником всех педагогов Абхазии поздравил президент Рауль Хаджимба. Учитель, педагог – это ответственная миссия, сложный и благородный труд. Мудрые педагоги, наставники не только передают детям и контролируют усвоение знаний, заложенных в образовательных программах. Именно они во многом способствуют развитию лучших личностных качеств молодых людей, формированию у них активной жизненной и общественной позиции, поиску своего призвания в жизни, отметил в частности в своем поздравлении глава государства. Рауль Хаджимба также подчеркнул, что государство продолжит делать все от него зависящее для совершенствования системы образования и улучшения социальной защищенности педагогических работников. А сейчас традиционно о погоде.
По сообщению Гидромедцентра, в Абхазии ожидается в субботу без осадков, в воскресенье умеренный ливневый дождь, переходящий в сильный дождь с грозой. Местами возможен град, на море шторм. Температура воздуха ночью плюс 13-18, днем 25-30 тепла. Температура морской воды плюс 22. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.